Всем привет! К нам приехал Ермек с Казахстана, второй раз приехал, весной приезжал, вот сейчас тоже вот на своей машине приехал. Сейчас выезжаем в Аймекон на север, на горы посмотреть, на двух машинах, вот в Прадик и вот на ермековской машине. Все, будьте с нами, покажем горы, дорогу и так далее. Так, вот такой гараж у ребят, компьютер вот. Медведь, лодочка. Вот Ермек тоже снимает свой блог в Инстаграм. Вот далее родители на дорогу идут. Сейчас немножко. О, вот это давай крошка. Шашлык покушаем, давайте на дорогу. Давай, дикая удочка. Вот. Кушай, а с боксом. Вот, да, тут грибы. Все, заезжаем на паром. Сейчас посмотрим. Вот видишь, подъезжает два парома. Вот подъезжает два. Ну хорошо. Успеваем, да, в принципе, без очереди так? Ну сейчас у нас вторник, поэтому машин мало, наверное. Из-за этого, да? Вот седьмой. Вот Седьмой. смотри, вот эти. Вот так заезжают, да? Да, чтобы не было вот этих без очереди, чтобы не лезли, да? Классно. Хорошо сделали. Еще трассу здесь сделали? Да, когда вот этой системы не было, тут они же все вот в кучу залезали, там драки, туда-сюда споры, короче. А что этот будет асфальт ложить? Асфальт не знаю. Скорее всего нет, потому что скоро же мост у нас будет. Ну, тоже не так что вот эта движуха все закроется. Закроется, да? Да. Ну хорошо, если мост будет. Да. Прием. Хайдавар, говорит. Вот там сзади наши пацаны едут, короче, тоже на машине. Ну, в магазине остались. Ну, мне кажется, они сейчас не ловят. А что им значит Кызылдорога? Зеленый с этой стороны, там это туда, да? Да, типа пока не уходит, если наш шлагбаум открытый, типа. Пока можете заезжать. Да, машину еще нет, стоять. Еще ждать будет, да? Ну, не знаю. Нет, они, по-моему, так ходят. Не знаю точно. Если еще сколько приехал, уезжают, да? По времени, да? Какой причал? 7-й было написано. Нет. Вот туда поехал, видишь? За машиной. А наших мы подождем? Да нет, заедем что. Ну, имею в виду. Там подождем, если что, да? Если что, там при стяжках будет оккупация, или если раньше приедем. Все, ребята заехали. Че? Армысындар, бауырлар, армысындар. Все, мы выезжаем на двух машинах. 3 дня будем в пути. 2 парома переправ будет. Все, подъехали без тяг, закупились. Что, как дорога? Отлично. Да. Кайфую, радуюсь жизни. Где же домкрат есть? Вот у нас второй борт. Прада охотник. Купаемся, грузимся, короче. Наконец-то выехали на дорогу, на трассу. Ехать нам сегодня до Хандыги, желательно около километров 350 где-то так. Еще один паром есть, там очень сложно ходит, говорят, паром. Ну, то есть ходит, не ходит, там ждать надо долго. Мы посмотрим, если у нас дорога нормальная, мы должны сегодня доехать до Хандыги. Вот, сейчас едем с Бестяха до Темюлю, там сейчас пообедаем. Вот, покажи трассу, это такая у нас Магаданская трасса, вот начало получается от Якутска. И по этой трассе вот на север все едут по этой трассе, короче, на север Якутии. Так, первая остановка, обед в Темюлю. Так, набрали, плотно пообедаем. Вот кафе-музей. Манекены стоят лошадей. Подъехали на границу Чурапче, Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Лусы, граница. Проехали, получается, Мегино-Кангаласский Лус, заезжаем в Чурапчинский Лус, потом будет Таттинский, потом Тампонский, потом Аймеконский и так далее. Так, проехали Чурапчу, тут уже асфальт у нас закончился, уже такая гравийная дорога, уже до конца, короче, нашего маршрута будет такая дорога. Едем 50 километров, 60 километров в час, вот так. Сегодня должны успеть на паром в Тампонском Лусе, но если не успеем, ничего страшного, там у реки лагерь развернем.
Мы будем там спать, рыбачить, отдыхать. Сахабатур. Саха Батыр, да? Да. Переехали в Татинский Улус, село Тыкёль, это районный центр. В этом году здесь прошли наша республиканская олимпиада Игоря Манчары. Саханнефтегазбыт, направляемся. Ермек вот кофе там купает. Вот наш второй борт. Вот казахская машина по Якутии ездит, катается. Давайте, пацаны, там. Вот наши пацаны выехали на обгон, спереди фура едет, вообще не видно встречки, короче, вот так. Рискуешь, короче, вот так. Едем Вот так через камеру, конечно, как будто видно, а если так смотреть, вообще не видно. Все. Окей. Пыльная дорога. Всегда дорога пыльная. Все, Тампонский район, подъехали. Ермек фотоет все границы, короче. Да, на память. Сам фотоется, еще и фотоет иногда. Вот так вот несколько улусов проезжаем по маршруту. А нам еще проехать дальше на Ермеконский. Так, 8:30 мы подъехали к парому, тут очередь стоит. Не знаю, заедем, не заедем. Ну, в общем, Надо успели. узнать, что за очередь, а когда здесь? Успели, в общем, по идее. Ну, если стоят машины, да, успели. Ну, просто влезем, если нормально будет. Друзья, смотрите, вот мы приехали. Вот река. Видите, да? Вот стоит. Да. А, вот стоит, да? А что надо, они с этой стороны? Короче, здесь дорога на Магадан. Вот заезд вот сюда. А она... Короче, тут вообще жесткий паром. Кто как заедет, нагляд, короче. Вот пацаны молодые пытаются контролировать как-то ситуацию. Вот. Вот еще машины подъезжают. Жесть, короче. Все, мы заехали, короче. Мы заехали. Все нормально. Немножко попросили ребят, чтобы вот туристы приехали издалека, туда-сюда. Получилось, в общем. Там он стоит пропускает. Ну там машин мало, в принципе. Ну кто-то не успеет по-любому. Утром там уже. Все, с парома выехали, едем на Хандыгу, 30 километров осталось у нас. Вот такая вот темнота, пыль, короче. Ермек сам за рулем. О, даже не видно его уже. Да, вот наши едут, короче, за ними едем. Стопак виден. Доброе утро, мы переночевали в Хандыге. Это центр Тампонского района. Вчера, во сколько приехали, Вань? Вчера где-то 12, 12, да. 12 приехали, потом сегодня дальше едем. Просто ребята сейчас пока спят, мы вдвоем решили сходить на речку, какие-то спинники. Здесь река Алдан, получается, проходит. Вот, прям видно, смотри, кажется. Вот, протекает. Да, сейчас пару часик покидаем, потом придем, ребят поднимем и дальше поедем в сторону Уснира. Вот такое вот село, покажи немножко. А, вот что-то стоит, НЛО стоит. А вот про это НЛО говорили вчера. Это еще в советское время строили, делали, да, что-то говорили? Нет? Да, это музей. Это прикол, да, просто? Да, просто музей. Это проект, типа, Проект такой в виде НЛО. с якутскими узорами, смотри еще. Вот, ребята, посмотрите, река Алдан протекает. Посмотрите, какая она широкая. На этом месте большая. Тут стелла стоит. Останавливается Эрмеку, пожелания говорят, А, знакомятся, фоткаются. Очень много людей, оказывается, знают Эрмека. Вообще Классно же. классно. Он вообще сам рад Саха. от внимания, да? Да. Все, выехали из Хандыги. Нам сегодня ехать надо 340 километров до нашей базы. Как называется? Хорату, да? Хорату, там озеро и домик, короче, нашего знакомого. Вот примерно по такой дороге, наверное, будем ехать. И по дороге будем останавливаться, где красиво.
горы виды. Сейчас после теплого ключа должны уже горы начаться. Километров, наверное, 50 осталось до теплого ключа. А, вот как раз табличка, сейчас увидим. 63, да, теплый ключ. Вот. Так что после теплого ключа немножко помедленнее поедем, останавливаясь, фотоясь. Так, у нас, оказывается, по пути есть участки такие асфальтированные, классно. До теплого ключа еще не доехали. Вот у нас справа горная речка уже какая-то течет, идет. О, ё-моё, осторожно. Да, ой, моя. Да, вот такие вот асфальты есть у нас, оказывается. Там тоже проехали, прям свежий черный асфальт, а здесь уже постарее будет. Классно, классно. Так, мы подъехали на теплый ключ. Тут надо по дороге стоят ребята из... Откуда ребята? Татарстана, Казань, Агрыз. О, да? А приехали куда? Едем из Якутска в Магадан автостопом. А в Магадане едете? Да. Да, вот стоят, останавливают. Клуб «Безмельник» №1. Виктор Цоя. Специализируемся на сплавах по бурным рекам. Бывали у вас в гостях в Казахстане на реке Уба. Это Рудный Алтай. Заброски из города Усть-Каменогорск. Рекомендуем всем казахам посетить реку Уба. Татары, получается, да, ребята, да? Мы сами татары. Сами татары. С Казани, да? Сама город, да? Я с Казани. С Агрыза. Я вот недели 3 назад был в Казани. Вот отсюда уже начинаются наши горы, Восточная Хандга. Они почти едут до Магадана. Вот поселок такой. Вот так вот ребята останавливают проезжающие машины, короче, и просят там, ну, отвезти по дороге, по пути куда-нибудь. Мои друзья всегда идут по жизни маршем, у них футболка написана, надпись такая. Говорит, этот здесь все эти по поселку едут только тачки, за деревню. Ну мы туда не шли. Хотели в музей пойти. Короче, мы бы взяли бы ребят, познакомиться, пообщаться, но у нас вообще нет мест, короче. Правда, 2 машины, но все равно нет мест. А, там прям так. Да. Даже друг на дружке не ползется. Так, подъезжаем к горам. Вот такие вот горы у нас уже виднеются. Вот кажется, сейчас будет остановимся, где-нибудь пообедаем, обед приготовим сами себе, наверное. Лес возят. Да. Хороший лес, да? Дом строить тут. Вот мы уже к горам подъезжаем. Восточная Хандга. Кстати, очень много туристов местных и иностранных ездит в эти места, сюда, короче, именно. Вот, я сейчас покажу до Магадана 100 километров. Вот Батагай, видишь на табличке? Ага, 900, да? Это вот моя родина. Ну, как 1500 километров Магадан. 900 километров, оказывается, Магадан. А вот Априна, вот я еду на родину вот по этой дороге, короче. Там у вас зимний период дальше. Да. Летом дороги нет. Там до Тополиного, потом уже зимой только, да. Сейчас скоро у нас привод. Так, приехали мы, короче, на Восточную Хандгу. Вот такие у нас горы. Первая локация, остановились. Ты здесь был раньше, нет? Я раньше не был. Впервые приехал. Подожди. Впервые приехал, да? Впервые приехал. Хандугу проехали, вид совсем изменился уже. Горы, четкие, тема. Сейчас дальше поедем, будет еще. Ты сам, короче, получается, с Вилюйского группы Русов, а это уже северная сторона Якутии. Вот многие якутяне, да, вот не посещают всю Якутию, правильно, получается, да? Да. Да, поэтому мы очень рады, что сюда приехали. Я в основном был, да, в той стороне, Вилюйской. В сторону Вилюйских районов, да. родины своей, короче, да? Да. И Да. сейчас вот в северной стороне. Благодаря Ермеку мы все собрались и сюда приехали. Сюда получается. приехали. Вот человек пришел с Казахстана, Да. и с ним мы попутно тоже приехали. Горная речка, кристально чистая. Вот здесь люди останавливаются, кидают монету, чтобы желание исполнилось, чтобы, ну, просят кому что надо, да? Прям вот, прям чисто можно пить. Люди воду набирают, да? Можно сразу пить, да, не кипятя, да, их? Да, А, вот сколько стоят. да. Еще, наверное, очень полезно, наверное, такие, да? Витамины, все есть, наверное, магний, всем туда-сюда, серебро. Вот так, короче, кидаем, чтобы все было хорошо, чтобы денег было много. Вот такая дорога, горы.
И вот речка такая чистая, тоже холодная. А, ты говоришь, да? Это контейнер. Нашему другу показывают Альматонский район, как и обещали. Приехали вот на реку Сиганда. У нас погода балует. Говорили, что дожди будут. Но вообще как бы реки наши Самая встречают. комфортная погода, да? Да, реки наши встречают вообще хорошо. Так что выехал. Парите Дюбулаха. Юрий Котюм, это меня. Вот эта речка называется Восточная Хандыга, и вот туристы многие едут именно вот сюда. Мост проехали. Еще поднимемся. Я думаю, хватит. Вот Восточная Хандыга, сверху видно на реку. Вот трасса лежит пыльная. Вот Ермек поднимается. Ермек, кэт. Ага. Кэт. Так, вот поднялись на гору. Здесь желтый прижим. Ага. Сейчас вот на сопку поднялись, точнее на гору. Точнее, даже еще 1/3 не прошли. Ага. Невысоко, короче, да? Да, невысоко, только начало. Ага. У нас время, тайминг. Поэтому, а так, Дальше ехать. да, на обратном пути однозначно туда заедем. Ой, сюда заедем, туда подвинемся. Вот эта река, Река. Восточная Хандыга, да? Восточная Хандыга, по-моему, была, да? Да, мост проехали, А. проезжали же. Что-то даже не видел из-за пыли. А, Ну, быстрее. Случайности не случайно. А так все красота. Единственное, Ну, Компотский улус нас встретил. Погода классная сегодня, да? Классно. Да, рождение. Да. Че, Лев, станешь там? Вон где, на камеру. Стань туда, на фотозону. Ой, Кэтик, Сесть или встать? вставай. Хочешь отдохнуть, что ли? Так, мы поднялись на место, где поставили вот такой вот памятник Шекеляру Алексею, который тут раньше ездил по северным районам, собирал всякие данные, этноданные, да, наверное. И вот специально вот для этого памятника вот здесь такое сооружение делают, дорогу делали. Вот. Из трассы сюда выезжаешь, смотрит. Эксекю это у нас Хотой, орел, и у него Шекеляр Алексей красный. А вот такой круг, да, делает, и поворот сюда, короче. Все равно ремонт делают, работы идут хорошо, короче, парни, дальнобойщики в Чукотку едут по этой дороге до Чукотки. Надо говорить, что и вот На этом повороте, да? на этом повороте, вот в таких спусках, они, когда гололед Проваливается. проваливается. Вот, у те, которые колеса плохие туда-сюда. Ручеек, Эликан, и после этого граница начинается Эмиконский район. Вот. Подъехали, короче, дальше ехать надо сейчас нам. Здесь уже холодно. Вот там уже снежные горы видны. Вот там снег, короче, видим. Сейчас Ермека сфотаем на границе, чтобы запечатлить, что он был на Эмиконском районе. Похож на Алтайский край, как будто, да, дорога. Я был на Алтайском крае, на Алтайском крае, Республика Алтай. Ездил до Коша-Гальского района, где граница с Монголией. Ну, примерно вот такие горы были по трассе, но там просто асфальт был, а у нас не асфальт, да. Похожая трасса, короче. Вот, джип-тур у нас. 12 часов вечера мы вот ищем свою базу на Эмиконском улусе. Мы должны где-то заселиться на базе Хороту. И вот так вот
ищем, короче. Тут интернета нет, связи нет, карту не можем посмотреть, не можем позвонить, узнать тоже, короче. И вот куда-то заехали, а вот что-то есть, столики, да? Домик какой-то стоит. Якутский туризм, вот так. Вот наши люди тоже вот что-то заворачивают обратно. Наши ваньки, да? Не понимает, что... Yes, о, жах сама. Ё-моё. Ай-яй-яй. Четко, четко. Говорит, да все? Все, гуляем, Прикинь? пацаны. Отдыхаем, да? Ребята, отдыхаем. Катаем, отдыхаем. Сейчас печку затопим, вообще будет шикарно. Только этот казах приедет, его надо встречать и рыбалку организовать, да? Ну, сказал, достойно встречать, Ага. достойно Рыбалку показать? рыбалку показать. Да, вот он прям мы подъехали, он зашел, короче, и говорит, где казах, короче, вот он говорит, все, завтра готовься, 9 часов, короче, мы типа повезут тебя на лодке туда-сюда, короче, говорит. Доброе утро. Остановились на таком месте, называется Хороту. Вот здесь вот гостевой домик, здесь переночевали. Только проснулись, вот озеро получается у нас вокруг полуострова. Говорят, здесь есть арктический голец. И сегодня человек приедет, должен приехать. На лодке должен сказать, куда-то повезти. Ермека в первую очередь сказал. И мы, может, с ним тоже поедем. Если нас тоже заберут. Вот здесь вот, получается, стоит беседка. Вот там вот домик охранника, работника. А здесь этот гостевой. Прям вот северная природа, видите. Грибы. Этот брусника тут растет, короче. Так вот взял байдарку. Сколько сетей поставили? 2 штуки, да? Еремая, да? Вот такая прозрачная вода. Сейчас попробую спиннинг покидаю. А то с берега вода мелкая. Насекомых нет. Ни жарко, ни холодно. Вообще классно. Природу. Ермек, братан. Приехал. Катает по горному озеру Хороту. Что, балык бар ма? Жақсы. Да? Серьезно? Да? Красавчик. Я на байдарке сейчас зашел, попробовал. Видео снял, да? Форель. Да? Мясо красное, да? Арктический голец, да? Ну, артистский голец. Ну, А как он? Вот Оля на сеть поймал Это- один голец. помойте это. Засолить, да? А засолить можно его? Да, конечно, можно. Через сколько мы готов? Завтра будет готов, да? Или 2 дня? Пятиминутка? Пятиминутка сделай. Да что, а такое можно? Через Да, 5 можно. через 5 минут на обед сейчас разбудим. Умеете, да? Хадақ быстылығында балық қараған оны или маңғылан барған ападан барған қайы? О, мында если билем деп 5 минутка тупа вот туган бут балык тала вот. Он Обычно, как обычно. Давай, спасибо тебе за теплый прием. Да, я вот хочу тебе подать круть медведя. Вот от души тебе, братан. Хорошо, держи. Давай, я один. Или сам один, да. Давай, один. Братан, носи. На здоровье. Я тебе Я знал. охотник. Да, что тебе. Да. Навсегда, ну, на память, братан, от казах, Да, да. от Казахстана. Круть медведя. Молодец. Вот такая баня на берегу озера.
Можно сразу париться и прыгать в воду. Ну, сколько-то стоит час, сколько-то стоит, по идее, но для нас, говорит, бесплатно. Мы только сами должны затопить, воду подготовить и так далее. Вот туристы свою лодку. Хабалык бада. Балык. Или ми педита. Или мне хавал делали. Вот такая баня. Тут, короче, на этом озере две базы рядом стоят. Вот соседняя база, вот баня получается. Нас вот обслуживает двумя базами, короче говоря. У бара это. Угу. Вот так вот, такой выход сразу. Так, готовим ужин. Что, Слава, что готовишь сейчас на ужин? Сейчас будет у нас плов. В обед мы ели курдак. Угу. Вечером у нас на ужин плов, но он из курятины. Куриный, короче. Но тем не менее обещает быть очень вкусным и сытным. Ага. Сомнения жох. Пацаны еще не приехали. Вот на ту гору поднялись, короче, получается. Вот там лодка стоит ихняя. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот должны дойти до сюда. Классно сидим на берегу озера. Завтра должны ехать на рыбалку на другое озеро. Расскажу, да, про озеро. Да? Это местность называется Хороту. Угу. Хороту от слова хорет. Угу. Это уши. От какого языка? От венского. Ага. Ну, а в целом это озеро называется Улу. Оно в форме уха. Ага. Ну, полумесяц, да? Получается вот так, да? Да, тут протяженность 2,5 километра, с этой стороны 1,5 километра. Угу. Глубина этого озера 44 метра. Угу. Довольно-таки большой. Угу. Кристально чистая вода, холодная. Сразу пить отсюда. Да. Рассыпчатый. Плов. О, да. Сахалай тоже умеет готовить плов. Ну. Жинах дуга. Тема. Блин, была на. Вот только я хпит. Любя баран баню вот тухла. Хорошо. О, давай, джигиты. Давай. Давай, давай. Давай дальше. Доброе утро. У нас день какой-то начался. Сегодня у нас рыбалка по программе. Ермейка забрали. Сети смотреть местные ребята. Гид местный. Чтобы ему показать Арктический голец. А мы идем в беседку готовить завтрак. Как на работу. Чтобы встретить людей. Потом на вездеходе поедем на другое озеро. Порыбачим там до вечера сегодня. И завтра в Эмякон поедем. Туда и обратно, здесь заночуем. Потом уже послезавтра, получается, поедем домой. Уже подустали, конечно. Всяких моментов организационных много. Вот такая красота у нас, смотрите. Доброе утро. Конкретная погода вообще шикарная. Ни комаров, ни насекомых, вообще ничего нету. Сейчас свои сети тоже посмотрим. Вчера, которые поставили. Вот такая вот беседочка у нас здесь. Кушаем. Так, сегодня утром вот смотрим сети. Первая сеть. И вот одна рыба пока есть. Вот смотрите, какая рыба. Арктический голец. Красное мясо. Можно прямо сразу ее кушать, да? Посолить и сразу кушать, короче.
А наши ребята вот на лодке поехали вот туда еще. Смотреть на маленькую лодку. Так что утро у нас обещает быть, день обещает быть хорошим, потому что мы сейчас поедем еще на щуку. Вот там, я думаю, будет клев на спиннинг. Все. Hazırlık. Да. Классно. 5 кольцов поймали. Контент бар ма? Похоже, он ждет ему 2 Е. Ладно. Короче, балық ұстаймыз, экшн болады. На шортан. Да, шортанға барамыз. Иә, Там избушкада бәріміз қонамыз, ұстаймыз. Все там ночевать будем. Раз и раз. Большой. Это наши рыбы. Все, давай, я буду солить. Давайте покушаем. Ты готовишь, да, пацаны? Конечно, конечно. Давай покушаем, пацаны. 2 дня ночевали вот в таком доме. Дом моего друга Тюмена. Он здесь занимается туризмом. Эмекон Тур называется. Инстаграм я здесь прикреплю. Можете посмотреть, можете к нему приехать в гости вот сюда. Здесь вот такая большая кровать. 5 тут спали. Вот здесь еще можно. Вот здесь можно спать. Вот все вещи собрали, весь мусор убрали. И собираемся на соседнее озеро рыбачить. Там будем ночевать. А завтра поедем в Эмекон. Все вещи все вытащили, выгрузили. Вот здесь вот такая красота. Полуостров. Озеро по кругу получается. Ждем Ермека. Вот Прокопий, Убай, Прокопий, представитель этой базы, да? Здесь он охраняет, шеф, короче. А это соседние базы, короче. Да. Хорото. А здесь, ну, и земляки, где базы держат, тут рядом, поэтому все нормально. Можете у них ночевать, у них ночевать, то есть разницы нет. Вот так вот едем, короче, на озеро ближайшее, на рыбалку. Вот пацаны сидят в прицепе. Никого здесь. Классно, классно. Вообще на уровне отдыхаем, пацаны. Экшен, да? Да, вообще классно. Где-то полчаса ехать вот так, короче. Друзья, Вот так вот, короче, все в резине. какой у нас дикий отдых будет. Классно! Вчера только помылись в бане. И сегодня вот так, короче, с утра едем. Сейчас вот дрон запускает Ермек. Хочет снять дорогу сверху. Вчера вот вместе ходили в горы с Толей. Поэтому он уже знает, шарит, короче, поэтому. Весной же, вот Ермек, когда переезжал в Якутск, на Ленинские столбы ездили, он там потерял один. Такой же был, да? Снимал, короче, тоже горы сверху. Потом искали его долго. Не нашли. Толя уже обученный уже. На ровное место поставить надо. Без травы, чтобы трава не села. От руки же можно допустить, нет? Все нормально? Все, полетела птичка. Приехали на такое озеро таежное. Вот наш гид Анатолий, который рыбачит. Я вот тоже рыбачу. Хотим сейчас на обед поймать. Хотели быстренько, но пока что-то нету. Двое ребят там сети поставят, лодку готовят. А Ермек и там Слава тоже там базу обустраивает. Вот домик, кстати, новенький. Вот. Вот такая речка впадает на озеро. Прям такая бурная. Здесь камни есть. Травы очень много на дне озера, оказывается. Цепляет.
Сидим на озере, на лодке, рыбачим. Рыбы что-то нету пока. Как, Ермек? Да, ну хорошо, рыбачу пока. Вот я серебряную блесну нацепил уру. А, да? Ага. Сейчас попробую, но не попал. До этого пробовал, нет? Нет, не пробовал. Впервые, да? Да, я весной, когда приезжал, зимой Покупал. купил. Когда Одну мне как... подарили, А, одну купил, одну Вячеслав Бродников подарил мне 3 весны. такие же ровно. Не, разные, конечно, чем такие. Ну, тоже Уру, да, фирма, да? Все уру, да. Это ювелирная наша местная Да, серебра компания. чистого. Смотрите, это чистое серебро. Ага. Четко, ну. Брендированный. Да, сейчас буду кидать. Так хорошо, вот, плаваем. Пытаемся поймать щуку. Да. Добыть рыбу на ужин. Да. Еды нет у нас. Запас, Реально еды нет. запасы пока заканчиваются. Заказ закончится, там только рожки остались. Да. Поэтому нам надо мясо. Да. Еще лося добыть, да, еще прекрасно, да? Да. Всё, да. Уже есть. Что-то мы кидали, ничего не поймали, а этот остался на берегу ждать нас. Хозяин поймал. И сам поймал, да. Так что он чемпион и красавчик получается. Ну, 1,5 килограмма, да? Ё-моё. Вот видишь? 7, 8. 800 грамм, что ли? Не, она что-то не показывается. Почему? 1,200? 0,06. Полтора было, короче. Да. У нас прием пищи. Шурпу кушаем. Да. И соленье. Я на видео не снял. Да, уже проголодался, уже забыл, да, контент, да? Да. Австрийский горец жарим на ужин. Осыпал aldım, да? Açık aldım hep. Ага, Немножко ben elbise soyuyorum hep. ага. Yakınlık varsa. Гостеприимство, из-за гостеприимства, короче, да? Bu örneği beğenmemek hızdan hafif baktım yıldım demekti. Ilmek havalar astımı var diyor. Şey. Молодец. Bağırmadık hızdan. Yerinden aktır bulunma. Osman ye. No. O senin kurdak var burada. Plov var burada. Şurpa var burada. Balık жарил он olur. Ага. Он ухайся, как бы вот так. Да. Çok da ola hacet var. Разнообразное меню. Aha, onu. Ben de elbise soyuyorum. Bari bir şey daha katanırız. Это красивый hayatı да? Молодец. Юрачок var ama. Bugün orada maske bineceğim hacet var işte. Aslanlıkta. Burada kova bu. İyi. Sana kırgızım bak. Sürü уже. Опыт var. Когда bakın bir daha. Bu фактически голец. Тустан баран, да? Устан перестан магдыр дует. Ага. Это не люблю. Какой. О, чайник вскипел. Готовили макароны для рыбы, гарнир. И жареного. Ты мне дай? Горца, да? Горец. Жареные северные. Да. Бумана хай чай куда свапыта? Макароны мы тенге дарай хубли, да? Без упора. Все, как маленький презент, как охотнику. Вот рог, настоящий рог нашего местного чубуку. Вот как раз вот на флаге есть. Вот это горный наш баран чубуку. Вот это, да? Да, вот это. Ну здесь он рослый, да, побольше? Это уже рослый, да. Это молодой. Он как бы крутится. Вот. Вот баран. Чем старше. Вот здесь, кстати, в этом районе водится, да, вот? Да, Аймакон- вот дальнейший. В американских Где-то горах он далеко уже есть. есть, Да. есть, ага. По Аймаконски дальше там. И вот хочу вот вручить, чтобы да, помни о нас, нашей дружбы и в знак этого.
Наши грузы. Охотничьи избушки в Аймекёне где-то там. Кальян курим, короче. Кальян. 21 века. Сахалак. На, брат, Давай, брат. кури. Давай. Классно, кальян. Курим, да? Хорошо заварилось, да? Раскурим? Раскурим, да? Ана, кетик. Давай, кет. Давай, закуривай. Да, вот сидим, короче, получается, после ужина кальян курим. Вот ребята с собой принесли. Вообще классная. Вот я сколько курю по городу, да, езжу по кальяну. Такого еще не пробовал, так что спасибо тебе, вообще классно. Рахмет. Видишь, какой выглядит. И вот такой вкусный, да? Да, вкусный. Не пишит, ничего, Да, короче. все в меру. Самый так, короче. Классно сидим, да? Да, расслаблен. Ну, Доброе утро. Вчера вечером допоздна сидели, кайфовали, радовались жизни. Сейчас в 6 утра уже все, сбор. Выезжаем по тревоге как будто, потому что у нас уже Толя приехал. Сказал вчера в 6 утра приеду, говорит, почти в 6 утра приехал. Говорит, все, вставайте, едем, потому что ехать надо МК. Толя? А да, красавчик, вообще пунктуальный человек. Я впервые вижу такого пунктуального человека. Во сколько проснулся сегодня? 6. А? 6. В 6 проснулся, да? Ага. И за... И Сколько? сразу сдаю, приехал. За сколько минут приехал? За 20 минут, да? Даже не мылся. Даже не мылся, да? Сейчас сети надо будет убрать нам. И это самое, собраться и выехать, короче. Все, молодец. Ночевали вот в таком хорошем доме. Вообще очень удобный новый домик. Все, посуда, все есть, все удобства, да, как скажем. Печка тоже очень хорошо топит. Все убрали, все помыли, все подмели. И с благодарностью, короче, покидаем этот дом. И вот так. Там еще вот так. Все, собираемся. Въезжаем. Друзья, на мне форма одежда охотничьей компании Учур. Вот. Видите, Учур, да? И спальный мешок, Чучур называется, он экстрим. Здесь минус 32, ну комфорт минус 6, минимум у нас 13 и экстрим 32 градуса. То есть я вчера спал, у нас была плюсовая температура, плюс 5 может 0 градусов. Вообще комфортно, я без одежды спал. И вот сама одежда комфортная есть. Что сказать про одежду? И у меня много, в принципе, фирменной одежды. Я покупал себе. Вот эту одежду, Подарили. получается, мы, да, Подарили. с Сермиком заехали в магазин Учур. Да, я там выбирался, я хотел себе купить, и для меня это чуть-чуть дороговато было, потому что дорогие вещи. Штаны 20 тысяч стоят. Здесь сколько тоже, да, 20? Сам директор, владелец магазина вышел, позвал к Юрий себе в кабинет, Большаков, да? познакомился, да, Юрий Большаков, и вот сам выбрал, торговый зал, выбрал одежду, говорит, все, мы тебя одеваем, короче, вот в Эмикон, чтобы там все было у тебя комфортно, короче, да? Да. И спальник дали еще. Вот. Спальник подарили. Да, молодцы, да, вообще. Еще ребята шикарные. Учур — это местная компания, бренд охотничьей одежды и снаряжения. Ну, перед отъездом я туда обязательно заеду. На осень себе я в горы как приеду в Казахстан, я сразу на охоту поеду, на Марал. Ага. Себе теплую шапку только подберу уже, балаклаву, перчатки, короче, потеплее одежды. Да, вообще тебе классно идет. Вчера вот на горе тоже, да, поднимался на ней вообще. Да, комфортно было. Это специально же этот под гору сделанное, короче, Да. этот. Ну, под место сделано. Да. Все. Давай. Вот мы поехали обратно. Переночевали. Ну тут и на тут. Порыбачили. Ну, я же багный, да? Да. Все, будем одна. Едем, в прицепе сидим. Все классно. Супер. Катаем. Да.
Вот такая льдина, короче, которая... Ну-ка, покажи еще раз. Покажи-ка, как. Что шаришь? Четко, четко. Манна Субаханя, да? Больше было, да? Да. Да. И под осень вообще все растает, да? Сейчас скоро все растает, да? Да уже не растает, наверное, заморозки пошли же. Ну, четко, ну. Красиво. Сейчас едем в Баймакан. Ага. По дороге останавливаемся в красивые места. Фото, видео, да? Фото, видео. Потом Угу. музей в Баймакане, Чесхану увидим и вечером обратно на базу. Ночуем. Ночуем, баньку растопим и завтра домой. Камера Алексей один. Мама видео. А ты рапхали тагар да гирен Алексей один бетта. Все, выехали в Аймекон с базы Хорото. Эльмек сам за рулем. И вот спереди у нас сидит Анатолий, наш гид. Да, наш проводник, он сидит спереди, рядом с Эльмеком, рассказывает, показывает местные места, где есть хорошие места, говорит, останавливаемся, фотоемся. Сейчас заедем до Томтора, потом дальше до Мекона и обратно должны приехать и ночевать у Толи на базе. И завтра уже выезжаем в город. Приехали в село Томтор, музей вечной мерзлоты. Вот стоит горный баран. Вот и Мекуш заходит. Вот такое место, горы вокруг виде. Вот место, где проводили Сехолонхо. Все. Ледовая резиденция работает круглогодично. Длина коридора 110 метров. Держит температуру минус 10 градусов. Плюс-минус на 1-2 градуса может поменяться. В зависимости от сезона года, да? Давай, давай. Убери, пожалуйста. Куда? В шею попал? Да, шея попал. Одевай капюшон. Можно попробовать якутское мороженое в Фёрстях, да? Ну и по всей республике, каждый улус имеет свои блюда в каждом улусе, да? А у нас, у аймеконцев, есть блюдо суп радости, Юря Миня. И вот это тоже могут вот это пробовать в этом баре, да? Включили фильм про Аймекон. 10 минут документальной истории. Вот эту пещеру в 80-х годах в советское время построили, чтобы хранить здесь мясо, продукты и так далее. Очень большое сооружение, прям на скалистом камне. Вот так вот выкопали, получается, да, вот эти пещеры. То есть это человеческий труд. Так вот лежу. Сегодня у Чесхана нет. Здесь не встречает, да, гостей, получается. Поэтому его не встретили. Но зато вот экскурсию провели, посмотрели. Сейчас мы дальше поедем в сам село Аймекон. Там таблица есть, да, где поиск входа 71,2, по-моему, да. Вот там хотим вот Аймека сфотать и обратно поедем на базу. Так вот лежу. Отдыхаю. Холодно, кстати, здесь прохладно. Вот стоит статуя Чесхана, нашего Деда Мороза, да. И вот это его внучка Карчана, от слова Кар, да. И вот к нему реально тут есть человек, образ, да, который, ну вот Чесхан, в общем, живой здесь есть. Вот к нему приезжали все Деды Мороза со всего мира. Вот девушка сказала нам сейчас, до пандемии очень много стран Дед Морозы приезжали. И вот здесь хранили свой холод.
потом, 1 декабря, он выпускал этот холод в мир, и зима начинается с Якутии. Вот такой фестиваль у нас есть. Да. Плохо, что, конечно, его сейчас не застали. Да, он, наверное, сам рассказал. Но, в общем, он такой мировой бренд наш, да? Чесхан, наш Дед Мороз, у которого, скажем так, холода больше всех, чем у других Дедов Морозов. Так. Это вот ледовый бар. Вот наш проводник Толя. Замерз, походу. Выехали из Томтора, сели вот пообедать на заброшенном тракторе. Вот Ильмек сидит. Да. Вот на таком месте, короче. У дороги сидим, обедаем. Вот трактор, говорят, уже 4 года стоит. Дорогу делал, приехал. И так и остался, сломался, короче. Так, приехали в Аймекон, село Аймекон. Назад остановились меня, вот эта машина, да? И до сих пор не выгружен. Видишь? Это село в этом году 2 раза затопило, вот люди ремонтируются, сушатся, готовятся к зиме. Со всей Якутии отправили делегации. Материал отправили, смотри. Да, Вот материал. да, вот бюджетников, получается, работников бюджета отправили сюда группами, да, со всех лусов, короче. Они тут помогают людям менять фундамент, сушить дом и так далее. Вот буквально недавно по этому селу ездили на лодках, спасали скот, коров, лошадей и так далее. Так что, да, сейчас мы ищем стелу полюс холода, там сфотаем Ермека и обратно поедем. Да, вот лошади, якутские лошади по селу. Вот их спроси, они ответят тебе туда. Попросили местного МЧСника, начальника местного отделения, подбросить нас до стелы. Тут наводнение, короче. Так, вот получается, подошли к стеле. Это старая стела, говорят, еще есть новая. Сейчас сюда поедем, говорит. Вот. Я люблю Аймекон, написано. И вот. Термин, который снимает. Все блогеры, короче. Да? Блогер, да, тоже? Да, начинающие блогеры. Учимся, да? Да, учимся. Все, мы сфотались, видео сняли. Ну, деревня Евла, короче. Деревня Евла, вот, да. Течение вообще жесткое. Река Индигирка, да? Они уставында. Уставында. Вот, короче, местный специалист МЧС согласился, короче, нас повезти туда. Без него, может, туда не попали бы, короче, к стеле. Махнула ему. Вот так по селу ездим. Бувардики снагадова. Вот новая стела. Полюса холода. Вот заезд в село, получается, дорога. Вот там его размыло, там тоже. Поэтому на лодке поехали туда на старую стелу. Сейчас вот заехали на новую стелу. Вот видите, тут тоже уже размывает. Вот новая стела. Вот прям внутри села вот такая вода. Здесь, конечно, это вообще
в один год, чтобы 2 раза затопило. Я что-то не помню такое, что было. Вот Ермек стоит, смотрит, читает информацию. Да, бедные люди. Вот по WhatsApp я видео видел, где они скот потеряли, которые на заборе застряли. — 71,2 по сердцу Маймикон. Плюс холодно. Говорят, зимой тут больше народа, туристов ездит. Ну, самые холодные времена. Летом мало, говорят, но все равно есть. От столицы 1000 километров, да? Вот, наконец-то мы съездили в Аймекон. Ермек достиг своих целей, да, прям с Казахстана приехал до Аймекона на своей машине. И вот сейчас сидит такой расслабленный, радостный. И вот я сел за руль и едем обратно до своей базы. И там переночуем. Уху сварим из щук, которые мы вчера выловили. И завтра с утра уже поедем в город Якутск. Баня затопим сегодня. Да, еще у нас сегодня баня. Еще сейчас по пути заедем в село Ичугей к друзьям нашего гида Анатолия. Ичугей — это, кстати, по-якутски это же отцы, да? Да? Хорошо, да, считается, да. Прям такое село есть. Сейчас заедем, посмотрим, там пацанами встретимся и дальше поедем. Так что у нас время сейчас вроде нормально. Сколько сейчас время? Почти 7, да? Нет, 8 часов почти. 8 часов. Почти 8 часов, ну нормально, в принципе, вечером заедем. В Казахстане сейчас 14:39. Да. У нас тоже есть поселок Жахсы. Да? Ага. Значит, надо делать их селами, побратимами, да? Да. Все классно, едем. Все, давайте. Так, мы приехали обратно на базу в Харуту. Сегодня будем ночевать на такой базе. Здесь 4 дома, АФМ. 1, 2, 3. И мы сейчас будем здесь спать. Здесь вот генератор, беседки. Вот 9 беседки. Это администрация. Здесь ночуем и завтра с утра выдвигаемся в город. Это прямо у трассы на Аймекон стоит, кстати, у дороги. Вот здесь сразу озеро. Сегодня хотели баньку растопить, но опоздали, просто поздно приехали. Поэтому сейчас будем просто спать. Ребята ездили за сетями. Хабада. Бир. Ага. Короче, здесь ночевали. Вот такая база, 3 дома. Ой, 4 дома. Афрем. Вот сразу напротив озера, гор. Харуту называется. Вот, кстати, у них стела стоит. Все, собираемся уезжать отсюда. 8:30. Сегодня должны успеть до парома Хандаги. И ночью поедем дальше. Давай потом. Арктический голец. Да, все там. Вот видишь, там. Все, выезжаем, вот показывает, кто откуда приехал, Вот, отзывы вот, написал. там Сейчас вот Ермек тоже оставит отзыв. там сами. У тебя здесь места нет, братух? Есть, да? Все, отзыв пишем ей. По-казахски, И по-русски, по-английски. Всё, на 3 Хорошо, да. языках, если Да, напиши. Так, едем обратно. Остановились на черном пережиме. Вот машины, которые с этого пережима когда-то падали вниз. И как памятник, чтобы водители были осторожнее на дороге. Вот сюда поставили. Вот снизу речка протекает, такая красивая. Свет, бирюзовая вода.
Сейчас тут будем допускать дрон, тоже снимать. Вот, пойдем. Вот оттуда спускаясь, там у кого плохая резина и так далее, зимой там не могут тормозить. Она идет вот так. Сюда идет, и вот такой крутой зигзаг, короче. А вот снизу машины стоят, когда туристы тоже очень много. Вот, остановились. И вот такой вот камень с сеткой, чтобы не падало на дорогу. На первом Хандыге. Почти первыми стоим. Ждем, часа 2 уже стоим. Ну, заедем сегодня и в ночь поедем до Бестяха, и там уже до утра тоже будем ждать паром. Так что все нормально. По плану. Идем, да? Да, все по плану. По графику. Наш гость доволен, Самое главное. значит мы довольны. Сейчас самое главное нормально доехать ему Да, до города, сейчас. и нормально будет. Но у нас еще программа, да, дальше? Да, я соскучился по своей жене, по дочкам. Самое главное. Да, Самое на главное. самом деле вот это. Базажу. Воду будешь? Вода или водичка? Вода. Все, мы приехали в Нижний Бестях, сейчас на паром. Как раз первым паромом подъехали. Все по программе, по графику. У нас дорога вышла. Так что хорошая поездка. Ермек, Да. все, давай. Ну, вообще, вот проспали всю дорогу, короче, вот так. Как съездил вообще? Ой, вообще, это было незабываемо впечатление. У Ермека есть инстаграм страница Ермек Исупов, я тут отмечу, можете и у него посмотреть про нашу поездку. Он с дрона снимал, все там Очень красиво, ходил, было рассказывал. эпично, экшена было много, вообще было классно. Летняя поездка в Аймакон должна быть, оказывается, в жизни. И зимняя тоже, конечно, само собой. Поэтому мы еще вернемся сюда зимой, в 26 году я буду. Все, будет шар. Давай. Так, сейчас будет бешпромак, будет приготовить Ермек. Да. Окончание экспедиции, закрытие, Возврата. получается, Ермекон. Я Да. даже печень взял с собой. Он прямо Со из Казахстана печень, кишки привез, и со лошади. стороны. Да. Ё-моё, желудок лошади. Деликатес, короче. Машину помыли, вот такой домик дали на пользование Ермеку, сказали, вот с друзьями можешь прийти отдохнуть, сам поспать и так далее. Что, как дом? Душ, все, туда все работает, да? Я принял, отдохнул 2 часа. Поспал, да? Угу. Норма 2 часа. Мы его с утра здесь оставили, вот приехали потом тоже не спали. Да, классно. Да, сейчас будем там готовить. Этот дом нам Юлиана предоставила, она живет в Москве, сама с Якутска. Ага. Говорит, Ермек, вот друзьями отдохните. Говорит, у нее сегодня день рождения, кстати. Подписчица, да? Да, и она в Турцию полетела сейчас, подружка там отдыхает. Учиться отвечает. Чётко. Молодец, да. О, кулинарное шоу. Все, друзья, вот фирменный мой бешпармак казахский. Вот он так выглядит. Давай. Сейчас будем Рассматривать. Да. Попробуем, да. Из теста. Тесто сам замесил. Все, от души. Братья, давайте покушаем. Большой размер. О,